Из страны восходящего солнца в страну лесов, полей и рек. Сыктывкарский путешественник Сергей Горбунов знакомит жительницу Японии с культурой коми-края. Для интуристки республика стала своеобразным открытием. Впервые японка посмотрела на Россию по ту сторону Урала. Максим Никитенко о первых впечатлениях гостей. В свое первое путешествие Сергей Горбунов поехал около 12 лет назад. Вдохновленный книгами художника и путешественника Николая Рериха, искатель приключений отправился на Тибет. Поездка для Сергея бесследно не прошла и, по сути, стала отправной точкой нового жизненного пути. В какой-то момент я понял, что нужно куда-то ехать. Тем более, в общем-то, основной бизнес был закончен. И получилось какое-то свободное время, наверное. Ну и потихонечку начал снимать. После этого я понял, что могу снимать. Стал монтировать. Мне помогали, конечно, с монтажом, озвучивать. И каким-то образом получились фильмики, получились книги. Вот сейчас на данный момент 3 книги выпущено с путевыми заметками. И порядка 15-16 фильмов. Ну, думаю, что на этом останавливаться не буду. Мне это интересно. Сейчас в маршрутной карте сыктывкарского путешественника более 30 стран мира. За годы странствий Сергей выработал свою туристическую методику, в основе которой лежат простые правила. Думай больше, расходуй меньше. Поначалу много информации собирается в том же интернете. Какие-то книги, какие-то у друзей, может быть, о стране, о структуре страны, о возможностях страны. Все дело суммируется, и в голове уже просчитывается какой-то маршрут. Но это маршрут не обязательный маршрут, как вот маршрут от турагентства. Когда-то можно куда-то влево, вправо, в зависимости от ситуации, свернуть. И в результате получается намного насыщеннее, интереснее и дешевле, что самое главное. В апреле 2014 года Сергей ездил в Японию, где гостил у приятельницы своей мамы Такака Канакура. Между прочим, госпожа Танакура большая поклонница русской культуры и в этом году с ответным визитом приехала в Сыктывкар к Сергею в гости. Ранее японка, конечно, уже бывала в России. Раз в год, например, стабильно бывает в Красноярске. Нравится ей этот сибирский город. Впрочем, Сыктывкар для путешественницы стал особой остановкой. Иностранка впервые заглянула по ту сторону Урала. Нравится, потому что я первый раз такое за Урала приехать. Я всегда в Сибири были. Ну, к нам еще приедете? Очень хотела бы. Госпожа Такака считает, чтобы по-настоящему узнать ту или иную страну, побывать не нужно как минимум 3 раза. Во время своего визита путешественница познакомится с Ударским и Троицко-Печорским районом, а финальной точкой станет заповедник Юга-2. Максим Никитенко, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.